Здравствуйте! Вы смотрите «Актуальное интервью» в студии Валерия Наумова. В Якутске пройдет первый международный конкурс творческих проектов для детей и подростков «Белый мир Арктики через призму детской книги». Поговорим о конкурсе и кто может принять участие в нем с гостем студии Василием Борисовым, заместителем директора Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия. Василий Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какие цели поставили перед собой организаторы конкурса и какие виды творчества могут продемонстрировать участники этого самого конкурса? Наверное, надо начать с того, что данный конкурс – это часть большого глобального международного мероприятия, которое называется Международный конгресс детской книги. Это как Олимпийские игры. То есть вот этот конгресс, он как бы перемещается из страны в страну. И в этом году 37-й конгресс будет проводиться. И впервые за всю историю данного мероприятия она будет проходить в Российской Федерации. Мероприятие такое масштабное. Там собираются представители различных отраслей и профессий, которые заинтересованы в развитии детского чтения, обсуждают этот вопрос, как сделать так, чтобы повысить культуру чтения детей, как сделать так, чтобы наши дети читали хорошие книги. Более 50 стран принимают участие. И да, кстати, кто все это начинал именно в Советском Союзе, Российской Федерации, это Сергей Михалков и Агния Барто. Они, благодаря их деятельности, собственно, российская, в то время советская секция начала свою работу. И спустя 37 таких циклов это мероприятие будет у нас. Наша республика в рамках дальнего большого мероприятия принимает участие в двух моментах. Первое, это у нас будет проведена форсайт-сессия тематическая, на которой будет обсуждаться развитие литературы именно севера, детской книги на севере. И, собственно, этот конкурс, про который мы сегодня будем говорить. Если говорить про какие именно формы творчества могут принимать участие, абсолютно тут никаких ограничений нет. Вплоть до настольных игр у нас 11 номинаций. И, в принципе, главное, два главных критерия, скажем. Первое, все должно быть по мотивам детских книг. А второй, это у нас хронологический период. То есть издание или публикация контента, книги, текста настольной игры должно уложиться в рамки с 1 января 2018 года до 1 июля 2021 года. А правильно я поняла, вы сказали, что конкурс это международный, и первый раз он будет проходить в России и именно в городе Якутске. А почему выбор пал именно на Якутск? Нет, не совсем, я, наверное, не совсем так выразился, да? Конгресс – это большое мероприятие, и, собственно, центр будет в Москве, в городе Москве. В рамках данного конгресса в субъектах проводятся мероприятия тоже. И конкурс наш, собственно, одно из таких мероприятий, которое в рамках данного конгресса проводится. И этот конкурс, он впервые проводится. Мы решили попробовать его провести, потому что считаем, что именно тема Арктики, Севера в детских книгах, она чрезвычайно важна и требует внимания. Понятно. А как можно стать участником этого проекта? Собственно, должен быть объект, который мы представляем на конкурс. Про критерии я уже сказал. Это период, и по мотивам детских книг. И по поводу отбора, тут тоже интересный момент. Можно заявиться, написать, собственно, на адрес электронной почты arctic@nlrs.ru, что мы хотим принять участие с таким-то проектом, Или еще у нас есть такой момент, как экспертные советы, которые рассматривают, допустим, литературу, или какие-то еще произведения по мотивам этих детских книг, отбирают их и выставляют на этот конкурс. Два варианта. Расскажите, какие институты и организации выразили заинтересованность в проведении данного проекта? Несомненно, Российская национальная секция международной детской книги, про которую мы говорили, Российская государственная детская библиотека – это самая ведущая, самая большая, крутая детская библиотека нашей страны. Потом еще очень большую заинтересованность показывают органы исполнительной власти. Если, допустим, говорить про нашу республику, несомненно, это Министерство культуры и духовного развития и Министерство по делам Арктики, по вопросам развития Арктики и делам народов Севера. Кроме этого, еще различные ассоциации коренных малочисленных народов,
еще у нас заявлена «Полярная звезда», по-моему, телеакадемии, да, НВК «Саха». А какие написано, что это конкурс творческих проектов для детей. Расскажите, какие это могут быть проекты? Мгм. Ну, собственно, проекты, слово выбрано, потому что оно широкое, да? Потому что мы постарались не ограничивать только книгами. Вот как мои коллеги мне рассказывали во время совещаний, если мы будем там делать упор на книги, то это будут только книги, только мы библиотеками не закончим. Поэтому мы назвали проекты, и в это понятие мы включаем, допустим, анимации по мотивам детских книг, фильмы по детским книгам, театральные постановки, настольные игры, там и прочее, прочее. Все, что крутится вокруг вот, детских книг и как-то с ними связано содержатель. А какие страны и регионы присоединились к этому конкурсу? Ага, ну тут можно сказать, что на данный момент мы получили лонг-листы, ну, длинные списки наших участников с субъектов Российской Федерации, у которых есть северные регионы. Например, это Сахалинская область, это автономные округа Ямало-Ненецкий, автономный округ, да. А если говорить про зарубежных участников, то, собственно, мы можем говорить про Норвегию, которая отправила длинный список, и ждем еще Швецию и Финляндию. Вот. А как будет проводиться отбор вот этих проектов, работ, которые будут представлены? Угу. Ну, у нас есть, скажем так, экспертный совет. Ну, не скажем так, а это и есть экспертный совет, который очень достаточно широко представлен. И эти наши советы, они будут предоставлять организаторам конкурса длинные списки, да, так называемые. Будет там перечень по номинации. Соответственно, после этого на сайте Национальной библиотеки nlrs.ru будет открыто общедоступное голосование на сайте. И из этих длинных списков путем голосования останется короткий список, не менее 5 представленных на каждую номинацию работ. Вот. Кто за кого больше проголосовали, собственно, тот и... И потом, получается, за кого больше всего проголосовал в народном голосовании, те и выигрывают? Или потом из них еще будут отбираться? Нет, народное голосование – это конечная точка отбора. То есть, да, по итогам голосования у нас будут номинанты, да, победители. А вы говорите, что у вас есть экспертное жюри, Ага. а кто в него входит и кто привлечен туда? Угу. Ну, экспертный совет, да, допустим, у каждой страны-участницы он свой. Они длинные списки собирают сами. Если говорить про наш экспертный совет, он очень широко представлен. Да? Вот, допустим, начиная с представителей Минарктики, туда еще входят ученые, исследователи. Если мы будем говорить про Институт гуманитарных исследований, допустим, представители у нас есть. У нас представлены издатели, книгоиздатели. Из нашего книжного издательства «Аяр» там есть представители. Есть там очень много различных стипендиатов зарубежных, различных конкурсов. Есть у нас корреспонденты, писатели. В общем, на каждую номинацию у нас по 3 эксперта. Ну, получается больше 30 человек, которые в этом вопросе обладают высокими компетенциями, да, и могут вот этот отбор производить. У каждого эксперта будет форма своя, табличка, в которой будут участники, и каждый эксперт будет проставлять баллы. Потом эти баллы суммируются, и таким образом у нас формируется длинный список из тех работ, которые представлены на конкурсе. А участниками конкурса могут стать дети всех возрастов? Могут ли родители подать за ребенка заявку на участие? У нас есть, насколько я помню, номинация, где автором моложе 18 лет. А вообще, в целом, это же конкурс такой, в котором могут и издательства принимать участие. Да, там нету возрастных ограничений. Просто вот детская книга в фокусе, в центре, да, и все. А в принципе, там по возрасту, и мы, по крайней мере, как организаторы, постарались от этого дистанцироваться, насколько возможно. То есть в конкурсе в целом могут принять участие и школы, детские сады? Да, если есть объекты или контент, который можно представить, пожалуйста, мы будем только рады. У нас уже более 70 работ сейчас представлено. С ними можно ознакомиться на сайте Национальной библиотеки nlrs.ru. Там прямо на главной странице стоит большое лого снежинки. Туда нажимаете, все работы
как бы можно их посмотреть по всем номинациям. А вот работы, которые у вас уже есть, да, некоторое количество, какие это работы, можете о них рассказать? Ну, у нас заполненность по номинациям полная. То есть у нас нет пустых номинаций, да? Но там минимум, по-моему, 3-4 работы представлены везде, вплоть до анимации и настольных игр, кстати. Да? Поэтому ну, это само по себе, вот этот раздел, который посвящен этому конкурсу, он очень интересный. Можно посмотреть, просто туда зайти и посмотреть, как стимулирует творчество вот именно детские книги и их содержание, что на их базе можно сгенерировать, да, с креативити, там, написать, снять. А какие возможности открывает конкурс для его участников? Ну, давайте скажем так, да, по официальной статистике самыми посещаемыми информационными ресурсами культуры являются сайты библиотек. Национальная библиотека одна, ну, самая посещаемая такой ресурс, и, соответственно, когда мы там размещаем наших конкурсантов, это мы считаем, что в какой-то мере влияет на продвижение. То есть это будет, они будут узнавать. Второй момент, в нашей электронной библиотеке есть такой сервис, называется электронное издательство. То есть там можно издавать книги в электронном виде. И мы можем предложить нашим победителям нашего конкурса услуги по переизданию их книг вот, в электронной библиотеке, в электронном формате бесплатно. По-моему, это классно. Ну и расскажите, когда состоится награждение победителей? Награждение победителей мы планируем сделать 14 сентября текущего года в рамках вот именно Foresight City, то есть второго мероприятия, которое у нас пройдет в рамках вот Международного конгресса книги, детской книги. Спасибо большое, Василий Борисович. Благодарю. А я напомню, что сегодня в рамках передачи «Актуальное интервью» мы разговаривали с Василием Борисовым, заместителем директора Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия.